В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». И я, ее ведущая, Елена Лолуа. Здравствуйте. Это последний выпуск программы в уходящем году. В канун наступающего Нового года мы по традиции вспоминаем события года уходящего. Это позволяет оценить их и скорректировать планы на будущее. За новостями в стране и мире следили наши корреспонденты. Экономика, политика, культура, криминогенная ситуация. Они рассказывали вам о самом главном. Мы предлагаем вспомнить самые заметные события этой недели и года уходящего. С обзором недели Зураб Аргун. В начале недели в Республике Крым с рабочим визитом находился премьер-министр Абхазии Артур Микваби. На встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия двух республик в сфере экономического развития, промышленности, сельского хозяйства и торговли. По словам Аксенова, у торгово-экономических отношений двух республик большое будущее. Стороны обсудили гуманитарные проекты. Премьер-министр посетил Ялту, где встретился с главой администрации города Андреем Ростенко. Артур Микваби предложил заключить договор о побратимстве между Ялтой и Гагрой. Из Крыма абхазская делегация направилась в Москву, где 23 декабря состоялось 11-е заседание Российско-Абхазской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. На заседании была принята инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы в новой редакции. Уточнены мероприятия, сроки, объемы их финансирования. Как сказал журналистам после заседания межправкомиссии заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин, Россия планирует в 2016 году инвестировать в Абхазию 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби и губернатор Орловской области Вадим Потомский подписали план мероприятий по развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на 2016-2018 годы. Рабочая встреча состоялась в посольстве Абхазии в Москве. Документ стимулирует импортозамещение, открытие новых предприятий и рабочих мест. В частности, рассматривается возможность создания на территории Орловской области Орловско-Абхазского торгового дома. В импортозамещении важным шагом станут совместные проекты по переработке сельхозпродукции, поставке абхазских продовольственных товаров и древесины в Орловскую область. В понедельник продолжилось начатое 3 днями раньше заседание сессии. Депутаты избрали судей Верховного суда Абхазии и в первом чтении приняли законопроект о предотвращении легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Износ оборудования госкомпании «Черноморэнерго» составляет порядка 90%. Хозяйство ветхое, при этом с каждым годом растет количество потребляемой электроэнергии по всей Абхазии. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор госкомпании Аслан Басария. Тем не менее, несмотря на существующие сложности, госкомпания готова к зимнему сезону. Все службы укомплектованы, работают в усиленном режиме и готовы к устранению возможных аварий. Проведено большое количество ремонтных работ, в том числе и капитальных. Черноморэнерго рассчитывает на инвестиции и российскую финансовую помощь, что позволит провести необходимый ремонт и закупить новое оборудование. На 4-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия и министр культуры России Владимир Мединский подписали план сотрудничества на 2016 год. В рамках сотрудничества ведущие театры России приедут в Абхазию с гастролями в 2016 году. В частности, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова и Академический малый драматический театр и Московский академический театр сатиры. Об этом рассказала журналистам министр культуры Эльвира Арсалия на брифинге в Сухуме. «Здравствуй, неповторимый Сухум» – так называется фотовыставка, всю неделю работавшая в Центральном выставочном зале в рамках общественной кампании в защиту памятников архитектуры. Некоторых зданий, представленных в экспозиции, уже не существует. Часть из них была разрушена во время войны, другая по вине граждан уже в наши дни. Большинство фотографий, выставленных в зале, взяты из коллекции известного абхазского историка, автора монографии по истории Сухума Анзора Гумава. Организатором выставки выступили Центр гуманитарных программ и молодые активисты. 21 декабря в Сухуме завершился 7-й республиканский конкурс юных музыкантов имени Алексея Чичпа. Лауреатов и дипломантов награждали в Сухумском государственном музыкальном училище. В конкурсе участвовали 37 воспитанников музыкальных школ Гагрского, Галского и Сухумского районов.
Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении россиян, постоянно проживающих в Абхазии. Соглашение было подписано в Сочи в апреле этого года министром труда и соцзащиты России Максимом Топилиным и министром труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Суреном Керселяном. Реализация соглашения позволит повысить уровень пенсионного обеспечения россиян, проживающих на территории Абхазии, до уровня пенсионного обеспечения в Южном федеральном округе по состоянию на 1 января 2015 года. Это порядка 10 тысяч рублей. Презентация документального фильма «Горная Абхазия. Зима» прошла 22 декабря в Абхазской государственной филармонии. Фильм – результат масштабного проекта «Горная Абхазия. Времена года», в рамках которого прошли несколько экспедиций. Отснятый материал лег в основу документального фильма. На презентации присутствовал президент Рауль Хаджимба, который вместе с компанией «Аквафон» поддержал идею проекта. 23 декабря президент Рауль Хаджимба провел встречу с представителями политических партий и общественных организаций Абхазии, сообщает официальный сайт президента. На встречу были приглашены представители различных общественно-политических сил страны, в том числе и оппозиции. Рауль Хаджимба выразил сожаление в связи с тем, что представители блока оппозиционных сил не откликнулись на приглашение. Президент сообщил о том, что для налаживания диалога в обществе будет создан политический консультативный совет, совещательный орган общественно-политических сил для выработки предложений по широкому кругу вопросов. О встречах в Москве с послами Сирийской Арабской Республики и Палестины, о визите абхазской делегации в Республику Сербскую и о ходе женевских дискуссий рассказал на пресс-конференции министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Он выразил надежду на то, что сложившаяся обстановка между Россией и Турцией не повлияет на развитие отношений с диаспорой. По словам Чирикба, в Стамбуле действуют 2 наших офиса, и недавно открылся офис в Анкаре. В Абхазию с рабочим визитом приехали представители Федерации абхазских культурных центров Турции. В составе делегации 9 человек, представляющих профильные комитеты Федерации. В кабинете министров состоялась встреча делегации с первым вице-премьером Шамилем Адзимбом. Он поздравил с избранием нового руководителя Абхазфед и заверил гостей, что, несмотря на напряженную международную обстановку, сотрудничество с абхазской диаспорой будет продолжаться. В Абхазии создана еще одна центристская партия. 23 декабря в Сухуми прошел первый учредительный съезд Республиканской политической партии «Демократическая Абхазия». Председателем партии стал Астамур Логуа. Партия декларирует готовность приложить все усилия для увеличения благосостояния людей и объединения общества. В работе учредительного съезда приняли участие 45 делегатов. Они избрали политсовет, состоящий из 10 человек, председателя и 3 его заместителей. В четверг блок оппозиционных сил Абхазии провел слушание и дал свою правовую оценку событиям мая 2014 года. Представители оппозиции полагают, что митинг 27 мая 2014 года был созван изначально для свержения действовавшего президента и называют произошедшее государственным переворотом. Член политсовета партии Амцахара Анри Джергени считает, что парламент Абхазии не выполнил своих обязательств по защите Конституции и законов республики. Джергени заявил, что для стабильного развития страны необходимо распустить парламент и назначить новые президентские выборы. Главная задача в экономике в 2016 году – это обеспечение финансовой прозрачности, вывод экономики из тени, добросовестная плата налогов всеми участниками экономической деятельности в Абхазии. Об этом сказал президент Рауль Хаджимба на встрече с представителями бизнеса страны. Доля собираемых налогов и сборов в объеме ВВП составляет менее 5%. Это означает, что практически вся налогооблагаемая база Абхазии находится в тени. В то же время, по словам главы государства, будут созданы благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, формирования класса предпринимателей и собственников. На встрече с президентом обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены и пути их решения. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Мы также постарались перечислить хотя бы часть важных событий, которые особенно запомнились в году уходящем. Рената Шакая о ключевых событиях 2015 года. В Абхазии широко отметили 70-летний юбилей первого президента Владислава Ардзимба. Мероприятия, посвященные Владиславу Ардзимба, прошли не только в Абхазии, но и в Нальчике, Майкопе, Черкесске, Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле. Ученые России и Абхазии подготовили к изданию трехтомник трудов Владислава Ардзимба. Документальный фильм Эмы Ходжа и Тимура Кучуберия, избранный, посвященный первому президенту Абхазии, был впервые показан зрителям.
Режим беспошлинной торговли между Россией и Абхазией вступил в силу с 1 января 2015 года. Отныне российская сторона не применяет таможенные пошлины, взимаемые при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, произведенных или переработанных в Абхазии. При этом абхазская сторона не применяет таможенные пошлины при ввозе российских товаров на территорию Абхазии с 1 января 2015 года. Под действие режима беспошлинной торговли при ввозе в Россию из Абхазии не попадают сахар, спиртные напитки и сигареты, а при ввозе в Абхазию из России – чай, воды, минеральные напитки и сигареты. По оценкам экспертов, бюджет Абхазии не досчитается в виде таможенных пошлин до 140-150 миллионов рублей. Абхазия перешла на казначейскую систему исполнения бюджета. Система введена с целью увеличения прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. Казначейство входит в структуру Министерства финансов, которое будет контролировать расходование всех бюджетных средств. За год на казначейское обслуживание переведены 15 бюджетных учреждений. По инициативе Национального банка Абхазии и Министерства финансов в этом году начался процесс перевода заработной платы государственных служащих на пластиковые карты национальной платежной системы АПРА. Это коснулось и абхазских пенсионеров. Для их удобства абхазская и российская пенсии поступают на один счет. Национальная система безналичных платежей АПРА – это удобная современная форма расчета, которая поможет сократить объем теневой экономики Абхазии. В середине июня в Абхазии заработала программа кредитования малого и среднего бизнеса. Национальный банк выделил 200 миллионов рублей на поддержание малого и среднего бизнеса под льготные проценты. 100 миллионов предназначены на поддержание малого бизнеса в аграрном секторе. Другая часть на развитие малого и среднего бизнеса по остальным направлениям экономики Абхазии. На следующем этапе в связи с серьезной проблемой жилья планируется начать ипотечное кредитование. 16 марта от занимаемой должности был освобожден премьер-министр Абхазии Беслан Будба. В этой должности он проработал 6 месяцев. Новым главой правительства был назначен Артур Микваби. Ряд важных решений принял в этом году парламент Абхазии. Постановление о применении особого правового режима на территории природно-заповедного фонда было принято депутатами 1 июня. Тем самым депутаты запретили строительство всех видов новых объектов и реконструкцию действующих на территории природно-заповедного фонда республики. Парламентарии также приняли ряд законопроектов, направленных на совершенствование судебной системы республики. Одобрено 40 законопроектов, регулирующих судебную систему республики в целом. В соответствии с законом о судебной власти, судьи общей юрисдикции Верховного суда, арбитражного суда избираются на 10-летний период, а судьи Конституционного суда на 15 лет без права на переизбрание. Кроме того, депутаты приняли такие законы, как об особых экономических зонах, о противодействии коррупции, о налоге на добавленную стоимость. В соответствии с законом об особых экономических зонах на территории Абхазии могут создаваться экономические зоны с соответствующими налоговыми льготами следующих типов: промышленно-производительные, технико-внедренческие, туристические и портовые. В первом чтении принят законопроект об изменении количественного состава парламента. Число парламентариев, согласно законопроекту, составит 55 человек. 27 депутатов будут избираться по мажоритарной системе, 28 по пропорциональной. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединении группировки войск. Положения договора предусматривают проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, а также общего социального и экономического пространства. Депутаты во втором чтении приняли законопроект о здравоохранении с поправкой о запрете абортов. Эта поправка вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В первую очередь против запрета выступили врачи, мнение которых не было учтено при обсуждении проекта закона. По указу президента была проведена оптимизация штатной численности органов государственного управления и государственных учреждений Абхазии. Штатная численность всех государственных учреждений должна была быть сокращена на 15%. Сэкономленные в результате оптимизации средства перенаправлены на материальное поощрение остальных сотрудников. Сокращение штатной численности коснулось всех министерств и ведомств. Оптимизация будет продолжена и в 2016 году. Комиссия по конституционной реформе была создана указом президента 22 января 2015 года с
целью разработки поправок к Конституции. Работа ведется в 3 направлениях. Это перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, внесение изменений в избирательную систему и реформирование органов местного самоуправления. Этот год оказался богат на резонансные преступления, события и судебные процессы. Подозреваемый в жестоком убийстве в 2013 году ученицы 4 класса Гумистинской средней школы Сухумского района Вирджиния Сурменелян задержан. Им оказался житель Сухума Михаил Буряк. По совокупности совершенных преступлений ему может быть назначено наказание в виде смертной казни, либо пожизненное лишение свободы. Сухумский городской суд вынес приговоры по делу о нападении на сотрудника МВД Аслана Цамбова. Громкий инцидент произошел в ноябре 2014 года. 2 обвиняемых из Шоужиба и Инал-Ахуба получили год и 1,5 года колонии поселения соответственно. С учетом тройного счета времени в СИЗО оба уже в апреле вышли на свободу. 3-й обвиняемый Нарсоужиба отделался штрафом 50 тысяч рублей. В марте в Верховном суде Абхазии началось судебное разбирательство по другому громкому делу – убийству российского бизнесмена Сергея Климантовича и его подруги Оксаны Скоредновой. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены 14 октября 2013 года в колодце в селе Дзюбжа. Генеральная прокуратура предъявила обвинение 5 подозреваемым в совершении убийства. Судебный процесс продолжается. Военный суд Абхазии признал Гарика Лайджана и Тиграна Тарасяна виновными в убийстве курсанта Сухумской средней школы милиции Мираба Гиргидава и приговорил каждого к 20 годам лишения свободы. Убийство Мираба Гиргидава произошло 19 сентября 2014 года в лесном массиве села Цабал Гулерибского района. Уголовные дела в отношении руководства Южной строительной компании по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере находятся на завершающей стадии, сообщает Генеральная прокуратура. Установлены факты хищения на более чем 50 миллионов рублей при строительстве 2 детских садов в Гудауте и при составлении проектной документации городского стадиона в Сухуме. Экспертиза должна установить сумму приписок при строительстве стадиона, сметная стоимость которого составляет более 700 миллионов рублей. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело за незаконную выдачу паспортов гражданина Абхазии в отношении должностных лиц паспортно-визовых служб Галского и Тхварчалского районов. Дранский следственный изолятор МВД в списке острых событий года. 12 декабря там произошли беспорядки, поводом для которых стал досмотр помещений следственного изолятора после побега заключенного Латария. Прокуратурой Гулерибского района возбуждено уголовное дело. Участникам беспорядков грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Принятыми силовыми ведомствами совместными мерами в Дранском СИЗО установлен режим. С целью установления всех обстоятельств преступления проводится расследование. Что касается здравоохранения, в Абхазии стартовала государственная программа по диспансеризации. Она должна пройти в 2 этапа и охватить порядка 70-80% населения страны. Диспансеризация проводится лечебными учреждениями в целях профилактики и своевременного лечения заболеваний. Впервые диспансеризация после войны была проведена в Абхазии в 2012 году при содействии Минздрава России и охватила порядка 30 тысяч человек. По результатам диспансеризации на каждого пациента будет оформлен паспорт здоровья с данными медобследования, а в Минздраве создана единая база данных больных. В 2016 году в Абхазии будет действовать медицинский страховой полис России. Введение полиса – один из пунктов межведомственного договора Министерств здравоохранения Абхазии и России. В 2016 году стартуют и другие важные государственные программы. Так, Кабинет министров одобрил целевые программы «Образование-2016» и инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия. Кабинет министров продлил фирме РН «Шельф Абхазии» срок, отведенный на геологические изучения Гудаутского участка акватории Черного моря с 5 до 8 лет. Объем инвестиций в этот проект составит 22 миллиарда рублей. В казну уже поступило в виде налогов более 300 миллионов рублей. Экологическое бедствие коснулось Абхазии. Самшитовые леса оказались под угрозой полного уничтожения в результате распространения бабочки самшитовой огневки, гусеницы которой питаются листьями самшита. Из 5000 гектаров самшитовых насаждений на территории Абхазии
По предварительным подсчетам, третья часть поражена. Насекомое попало в Абхазию в 2012 году из Сочи, куда его завезли вместе с саженцами для озеленения олимпийских объектов. Была создана правительственная комиссия по спасению этих уникальных деревьев. Самшит обработали во всех доступных местах препаратом димелин. Уже весной следующего года абхазские специалисты начнут проводить мониторинг. Экологи надеются, что вегетация самшита будет активной. В парке Славы в Сухуми 4 июня прошла церемония перезахоронения опознанных останков 13 бойцов батальона «Горис», погибших в вертолете на горе Ахбюк в 1993 году. За время войны батальон потерял 46 бойцов. Экспертиза по идентификации останков проводится под эгидой Международного комитета Красного Креста. Работы по эксгумации тел захороненных в парке Славы начались в июле 2013 года. Важные для страны форумы прошли в этом году в Абхазии. На международном форуме «Молодежь народа Абаза» обсуждались перспективы сотрудничества абазино-абхазской молодежи на межгосударственном уровне, роль молодежных организаций в качестве инструмента вовлечения молодежи в общественную деятельность, реализация совместных мероприятий. Около 200 бизнесменов приняли участие в 6-м российско-абхазском деловом форуме в Сухуми. В рамках форума обсуждались, в частности, пути сотрудничества Крыма с абхазскими производителями инертных материалов и сельскохозяйственной продукции, а также поставок абхазской пресной воды. На международном форуме «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов» была представлена стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Стратегия – это результат труда исследовательской группы при Центре стратегических исследований при президенте Абхазии под руководством его директора Олега Домени, а также привлеченных к работе местных и российских специалистов. Порадовал в этом году поклонников своего таланта известный российский художник, скульптор, народный художник Кабардино-Балкарии Михаил Шемякин, который побывал с визитом в Абхазии. Он открыл собственную выставку «Рисунки в стиле дзен», прочитал лекции в АГУ и встретился с абхазскими художниками. Важную находку обнаружил представитель МИД Абхазии в Италии Мауро Мурджио. В одной из старейших лондонских фирм по антиквариату он нашел 4 карты Кавказа, датированные 1683, 1725, 1828 и 1888 годами, и передал их в Абхазию. На интографической карте Абхазия представлена в современных границах. С 1 сентября этого года ставка вывозной таможенной пошлины увеличена до 25 рублей за килограмм неочищенного ореха и 35 рублей за килограмм очищенного ореха. Пошлина введена с целью пополнить бюджеты районов. В этом году вновь протестовали водители маршрутных такси. Они выступали, в частности, против того, чтобы транспортные предприятия страны были переданы Управлению транспорта республики. Сегодня они подчинены районным администрациям. Намеченные реформы в области пассажироперевозок призваны упорядочить работу транспорта. Предполагается обелечивание пассажиров и установить график работы. Абхазия заняла 3-е место в номинации «Открытие года» в конкурсе лучших туристических направлений журнала National Geographic Россия. Онлайн-голосование конкурса журнала проходило с 29 июня по 15 октября 2015 года в 18 номинациях. К успехам года можно также отнести завоевание в 3-й раз награды крупнейшего в Восточной Европе агропромышленного форума Гран-при международной выставки «Золотая осень-2015» в Москве. Абхазские компании, участвовавшие в конкурсе, получили 14 золотых и 5 серебряных медалей. Среди обладателей золотых наград сухие марочные вина, вода Ауатхара, минеральные воды. Участники 6-го внеочередного съезда оппозиционной партии Амцахара приняли резолюцию, в которой выразили недоверие президенту и потребовали его немедленной отставки. Участники съезда заявили о намерении объявить всенародный сход. В это же время на площади у Драматического театра состоялся многотысячный митинг в поддержку курса президента. Обучение в начальных классах 11 школ в Гальском районе было переведено на программу обучения, утвержденную Министерством образования Абхазии. В Гальском районе 20 средних школ, 2 из которых в городе Гал. Число школьников в 2015 году достигло 3226 человек.
Абхазо-российскую границу в курортном сезоне 2015 года пересекли 5 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем 2 года назад, когда пограничники фиксировали самые интенсивные пассажирские и транспортные потоки за всю историю существования многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер». В 2016 году в Абхазии пройдет международный футбольный турнир для непризнанных государств. Это решение было принято 8 июля нынешнего года после прошедшего чемпионата Европы в Венгрии. Представители Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА во главе с президентом Пиром Андерсом Блиндом побывали в Абхазии, осмотрели стадион в Гагре и Сухумский городской стадион «Динамо» и остались довольно увиденным. Пир Андерс Блинд рассчитывает, что турнир в Абхазии станет лучшим за всю историю существования КОНИФА. Традиционно в конце года вспоминают не только самые значимые события и достижения, но и тех, кто ушел из жизни, оставив яркий след. Давайте вспомним их еще раз. Каждый проживает год по-своему, со своими успехами и неудачами, взлетами и падениями. Мы поинтересовались у жителей столицы, каким для них был 2015 год. Одни отмечали, что год был легким, без серьезных потрясений, другим, напротив, он принес утраты и разочарования. При этом все сошлись в одном – от 2016 года они ждут стабильности. Я бы обозначил, знаете, подъем, всеобщий подъем политической грамотности, ответственности многих специалистов или, скажем, политологов, которые более трезво смотрели на очень многие проблемы, которые сегодня надо решать. Пресса у нас оживилась. Мне очень импонирует то, что раньше газетки как-то сухо освещали, а сейчас в очень открытой форме, в порядке дискуссии. Есть, дается, критические оценки многих событий происходящих. И дай Бог, чтобы 2016 год у нас был также насыщен, и все толерантно, по-человечески все решалось. Есть уже большие изменения к лучшему, строится, уже как-то приятно смотреть все хорошо. Трудности какие были, вот не могу даже сказать.
Для меня лично, для нашей семьи все было нормально, хорошо. И в политической теме тоже все нормально. По вашему мнению, какие самые основные события в этом году произошли, которые повлияли на жизнь страны? Что бы вы обозначили самыми приоритетными? Вы меня хотите в политику увести, да? Вообще не хотел бы об этом говорить, вот сейчас это правда. Ну, можно не о политике? Есть какие-то наболевшие моменты, но, скажем так, в поступках руководящих органов, которые меня вот как бизнесмена очень волнуют. Например, с января месяца вступает закон по НДСу, который очень сильно подкосит меня лично и, я думаю, очень многих. И это такое яркое событие, которое произошло там в пределах месяца, которое вот буквально затмевает все, что было до этого, потому что очень увеличивается налоговое бремя. Отразится это не только на нас, но и прежде всего на потребителях, потому что бизнес в минус работать не может. Он будет, естественно, это бремя перекладывать на своих покупателей. Что я могу сказать? Дороги делают, водопровод делают. Это уже плюс. Это уже плюс. Я бы хотел, чтобы вот так вокруг рынка вот так было. Потому что кто бы ни приезжал, в первую очередь рынок заходит. Это просто просьба не от меня только, а от всего населения. Желаю в новом году новых успехов, здоровья, счастья, удачи. Какие события? В общем-то, повлиять в хорошую сторону пока ничего я не вижу. Самое лучшее, у меня внук родился, и все. Для страны и для меня, мне запомнилось, что Абхазия потихонечку, так сказать, она приобретает вид государства. После войны прошло много времени, правильно, да? Германия, например, после Великой Отечественной войны, мировой войны, пришла в себя через 5 лет. Ну, правда, с помощью других государств, в том числе и Америки, план Маршалла был и так далее. Да? А у нас прошло уже больше 20 лет. И, к сожалению, очень медленно продвигается Абхазия по пути к восстановлению. Для среднего класса, конечно, тяжело. Но это со всей общей обстановкой. Я так считаю. Тяжело, кто имеет студентов, школьников. Это очень тяжело. Тяжело иметь стариков, больных. Ну, надеемся на лучшее. А сейчас о событиях сегодняшнего дня. 26 и 27 декабря во Дворце спорта имени Сергея Багапши в Сухуми проходит новогодний арт-маркет 2015. На площадке арт-маркета все желающие могут купить, продать, подарить интересные вещи от дизайнеров, коллекционеров, мастеров ручных дел, послушать музыку и посетить выставку уникальных ручных изделий. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Одежда абхазских дизайнеров, ювелирные украшения, игрушки, картины и другие предметы интерьера такой хендмейд принесли на арт-маркет участники. Каждый предмет, сделанный вручную, неповторим. В них мастера вложили душу. Новогодняя тематика стала главной на этом арт-маркете. Большой выбор елочных игрушек и украшений. Такие изделия невозможно купить в обычных магазинах. Выход для тех, кто ищет нестандартные подарки на Новый год. Это вот мои любимые шары. Тут все ручной работы. Так у меня еще и декоры, веночки, елочки разные. Такие вы нигде не купите, это как бы индивидуальная работа. Таких, думаю, что в магазинах вы не купите. Елочки по 1000 украшены, а такие, которые уже сами можем разукрашивать, они по 850 рублей. Можно красить, да, сами? Да, конечно, для детей очень удобно делать поделки на Новый год. Городская ярмарка собрала около 35 участников из различных районов Абхазии. Часть вырученных средств они направят в помощь многодетным семьям. Кстати, самым молодым участницам арт-маркета по 11 лет. Они наравне со взрослыми удивили посетителей интересными решениями. Сколько вы заработали за 10 лет? Я пока 1000 рублей. Я тоже 1000. А на что будете тратить деньги? Я помогаю животным, обычно покупаю корм и на подделки, чтобы опять что-то сделать.
Проект городской ярмарки подготовлен молодежным культурным центром РАРА. Благотворительная выставка-продажа стала уже доброй традицией для горожан. Арт-маркет проводится в Сухуми уже второй год. Здесь присутствует и Очимчира, и город Куарчал, и Новый Афон, и Гудаута, и Гагра. Сегодня на этой площадке встретилась, можно сказать, вся творческая молодежь Республики Абхазия. Очень надеюсь, что горожане оценят наш вклад в городскую жизнь. Музыкальное сопровождение, создающее новогоднее настроение, стало изюминкой мероприятия. В этом предновогоднем арт-маркете приняли участие диджеи из России. Сегодня будет музыка вся хорошая, вся будет интересная. Много будет советской эстрады 60-х, 70-х годов. Много рождественских песен. Ну, хорошая, спокойная музыка, красивая для арт-маркета. Больше не для танцев, а для атмосферы. Впервые на арт-маркете была представлена еда. Вкусные изделия, пряничные домики и другие сладости особенно понравились посетителям. Сегодня мы живем в информационном обществе, и ведь они их не просто делают, они их могут спокойно продавать. То есть это не просто творчество, но это еще и бизнес. И мне очень нравится вот это соединение этих двух начал. У нас тоже арт-маркет бывает в России, в Перми. Но что мне здесь нравится, тут, во-первых, слово было такое приветственное и приятное, и, во-вторых, то, что это ярмарка благотворительная. То есть, если берешь, тут даже торговаться не нужно, что есть, то отдаешь, чтобы вот оно действительно ушло тому, кому нужно. Посетители выставки также стали свидетелями чтений абхазской литературы, организованных информационным партнером мероприятия агентством «Спутник Абхазия». У нас проходит эстафета «Поэтическая спутник чтения», в рамках которой многие знаменитые люди в Абхазии читают стихи на абхазском народном языке. А также сегодня будут читать стихи маленькие ребятишки, которые приняли участие уже в соцсетях в этой эстафете. И я думаю, что наш поэтический проект прекрасно впишется в эту атмосферу. Таким насыщенным был первый день арт-маркета. 27 декабря, в день его закрытия, пройдет беспроигрышная лотерея. Гости ярмарки будут приобретать значки от организаторов и разыгрывать призы от участников. Таким образом, закрытие ярмарки обещает быть не менее интересным. Нала Мукба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго в новом году и до свидания.